Доброго времени суток, уважаемые мои подписчики. У нас двуязычный подкаст, мы и на русском, и на кыргызском. Исходя из того, на каком языке поступил вопрос, мы стараемся на этом языке отвечать. Это очень больная тема, это очень болезненная тема, не больная тема, болезненная тема. Я думаю, что это на самом деле очень актуальная тема, исходя из того, что ко мне приходят разного рода вопросы, я смотрю, и подобного рода вопросов тоже очень много. И это абсолютно на самом деле естественный процесс, и то, что люди мне пишут, такие вопросы тоже, я думаю, что показатель очень многих вещей. Это то, что беспокоит наше общество, и, в основном, конечно, моих подписчиков, тех людей, которые следят и которым мои советы, они где-то помогают, где-то поддерживают, где-то содействуют тому, чтобы они приняли правильное решение. И наш подкаст, он направлен на это, поэтому очередной вопрос, я говорю на русском языке, потому что вопрос пришел на русском языке. Здравствуйте, Илим. Меня зовут Кемель, мне 45 лет, я живу в Бишкеке. Сегодня я хочу поделиться с вами своей историей и обратиться к людям, которые сталкиваются с подобными ситуациями. Мой сын гей, и я горжусь им. Ему 21 год. Горжусь его честностью, мужеством и тем, что он нашел в себе силы доверить мне самое сокровенное. Он не стал скрывать от меня правду, не изменял нашему доверию. Этот шаг показал мне, каким сильным и искренним человеком он вырос. Когда мой сын рассказал мне о своей ориентации, это был неожиданный момент. Да, я был немного шокирован, но уже через мгновение я понял, это не трагедия. Это просто часть его жизни, его личности, того, кем он является. Я обнял его и сказал, что люблю его так же, как и прежде, потому что для меня важнее всего его счастье, его здоровье и его спокойствие. Ведь никто не выбирает свою ориентацию, как не выбирает цвет своих глаз или голос. Это часть природы, и бороться с этим все равно, что отрицать саму жизнь. Я горжусь не только своим сыном, но и нашей семьей. Мы приняли его полностью, безусловно. Это наш человек, наш родной. Но, к сожалению, я знаю, что далеко не все семьи способны на такое принятие. Сын рассказал мне, что многие родители отворачиваются от своих детей, когда узнают об их ориентации. Кто-то отрекается, кто-то наказывает, кто-то делает вид, что этого не существует. И это приводит к страшным последствиям. Некоторые молодые люди, не выдержав отторжения, лишают себя жизни. Они уходят, оставляя после себя лишь боль и пустоту. Я хочу обратиться к родителям. Пожалуйста, помните, ваши дети – это ваш мир. Они нуждаются в вашей поддержке и любви, особенно в трудные моменты. Не становитесь для них стеной, камнем, который мешает жить. Мир многоцветен, и в нем есть место для всех. Мы привыкли видеть жизнь в черно-белых тонах, но это не так. Обнимите своих детей, скажите, что вы их любите, каким бы они ни были. Потому что любовь и принятие – это то, что спасает и делает нас настоящими людьми. Я хочу, чтобы вы поделились этим в социальных сетях. Знаете, Кемель, вы не один человек, который мне пишет. Мне на самом деле пишут люди очень разных ориентаций. Те, которые сами относятся к этим людям, они делятся своими какими-то проблемами в нашем обществе, с чем они сталкиваются. И вы первый отец, кто написал, обратился. Я думаю, что вы очень правильно это сделали, но я не знаю, сколько человек поддержит вас. Безусловно, их будет очень малая часть нашего общества. Наше общество в большинстве своем, оно более традиционное. Наши традиции, наши обычаи, они вообще не приемлют подобные вещи. Вы это все прекрасно знаете.
И религия наша не позволяет это. И более того, большая часть нашего общества считает, что быть геем или относиться к ЛГБТ-сообществу – это болезнь, которую нужно лечить. Я с вами абсолютно согласен в вашем письме, в вашей позиции. И я очень рад, что вы оказались таким отцом. Исходя из вашего письма, как вы написали мне, я вижу, что вы очень грамотный человек. Именно, наверное, ваша грамотность, ваша образованность, ваш кругозор, наверное, он подвинул вас к тому, чтобы именно так отнестись к вашему сыну. Безусловно, вы к сыну должны относиться не исходя из его ориентации, из каких-то сексуальных ориентаций и так далее, а исходя из того, какой он человек. И я считаю, что вы очень правильно поступили. Я уверен, что в нашем обществе на самом деле, я не скажу, что их много, я не знаю, сколько их, но в любом обществе, и в том числе в нашем обществе, и даже это доказано очень многими примерами, что в разных и даже в очень жестких тоталитарных обществах, где отрицается это, там есть люди нетрадиционной ориентации, не гетероориентации. И в мусульманских странах это есть, и это тоже доказано. В радикально-мусульманских обществах тоже это есть, и это тоже доказано. Большая часть общества этого не хотят видеть, приемлют. Они считают, что это... Кто-то считает, что это болезнь, кто-то считает, что это грязь, кто-то считает, что такое не должно быть, кто-то считает, что... ну, иногда даже вполне разумные, вроде бы, казалось, люди, они считают, что... Ну, это некое отклонение, которое нужно лечить. Ко мне куча приходит писем, которые очень радикально относятся к таким вещам. Я хочу сказать следующее, Кемель, знаете, я тоже со своими детьми разговариваю об этом. Для моих детей, между мной и моими детьми нет никаких границ и никаких ограничений и никаких запретных тем. Я также разговариваю с ними обо всем, и в том числе про это тоже. Я со старшим сыном тоже разговаривал. Ну, вдруг у него какие-то наклонности и так далее, и так далее. То есть, зачем я разговаривал? Я старался выяснить. Во-первых, я с ним разговаривал в части того, чтобы он был сексуально грамотным, когда он был в подростковом возрасте. Он сейчас уже давно взрослый человек, он уже самостоятельно принимает свои решения, но когда в подростковом возрасте, я об этом тоже разговаривал. Я, в принципе, делал все для того, чтобы в случае чего он доверился, потому что если ваш сын, вы говорите, что я горжусь, потому что он смелый, он смог рассказать, открыться вам, ну это, знаете, это потому что это вы способствовали этим. Ваше воспитание, как вы воспитываете, ваше образование, как вы разговариваете со своим сыном, и в этом ваш вклад, он огромен. Потому что заслужить доверие детей, когда ребенок может рассказать все и вплоть до своей сексуальной ориентации, я думаю, что это говорит только об одном, что отец делает максимум для того, чтобы ребенок вырос свободным и чтобы он мог даже раскрыть такие тайны. Я знаю как минимум двоих людей, которые являются, как вы говорите, геями, живут в нашем обществе. Я знаю, насколько им сложно, тяжело, какому насилию и какому хейту они подвергаются в нашем обществе. Я знаю очень многих, которые уезжают из нашей страны именно по этой причине в Европу и в Америку, потому что они есть, и с этим ничего не поделаешь. Это, как вы говорите, я с вами согласен, это природное естество. Но насколько, допустим, наше общество, она это приемлет, и там кто-то скажет,
ну, значит, надо разговаривать и так далее. Я не знаю. Вы попросили, чтобы я поделился этим в социальных сетях. Я уверен, что под этим постом будет очень много разных безобразных комментариев. Очень страшных комментариев. Я в этом уверен. Но наверняка, может быть, кто-то из этих тысяч людей, которые просмотрели этот подкаст, будут те, которые задумаются об этом. Я тоже думаю, что нужно создавать все условия для того, чтобы детей поддерживать во всем, и чтобы дети в случае, если у них какие-то вопросы по их ориентации и так далее, в сексуальной жизни и так далее, чтобы они могли с вами советоваться. Если дети с вами советуются и открываются вам, то тогда это нужно только приветствовать и радоваться, что дети вас не боятся, что дети не считают вас какой-то угрозой себе, угрозой своей жизни и так далее. Потому что в нашем обществе признаться в таком, это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Это очень сложно. Но если ваш сын это сделал, это говорит о том, что у вас очень хорошие взаимоотношения. Поменяется ли у нас отношения, я не думаю. Я не думаю, что у подавляющего большинства в нашей стране поменяется отношение к людям с другой сексуальной ориентацией. Скорее всего, не только в ближайших десятилетиях, но и в ближайший век, и, может быть, в ближайшие века не поменяется. И если, допустим, и всем тем, у кого, кто считает, что у них другая ориентация, и они живут другой ориентацией, и если вы хотите более свободно существовать, я думаю, что я всем рекомендую, чтобы они уходили из этой страны в Европу, в Америку, где терпимо относятся к этим вещам. Наше общество вообще не готово к этому. И, безусловно, будет насилие, безусловно, будет очень большое давление и так далее. Относительно тех людей, которых я знаю, знаете, один из этих людей, он тоже взрослый человек, и я с ним встречался, разговаривал в нашей кофейне. Он живет в нашем обществе, не собирается уходить в другую страну. Там у него другая ситуация. Он тоже открылся своему отцу, как и ваш сын. И знаете, отец поддержал его, хотя они из достаточно традиционной семьи. Я был, конечно, у меня было приятное удивление, что отец поддержал. И они сделали таким образом, чтобы вопросов не возникало относительно их ориентации, чтобы у нас же общество такое. Даже Айсулу Тыныбекову уже просто задолбали же, когда ты замуж выйдешь. У нас же очень любят вмешиваться в чужую личную жизнь. И у мальчиков спрашивают, когда ты женишься, а у девочек все время давление очень серьезное идет, когда она выйдет замуж. И точно так же на этого, это уже мужчина, это уже взрослый, и на этого мужчину тоже было очень сильное давление, и так как отец это тоже знал, они вышли из этой ситуации по-другому. Знаете, они начали жить, по-моему, даже они сделали что-то вроде то ли гражданского брака, то ли всем объявили, что они поженились, но начали в одной квартире, они сняли отдельную квартиру, в одной квартире начали жить гей и лесбиянка. Но для традиционного общества они представились как муж с женой, но они живут в одной квартире, и все успокоились. Они ведут себя как муж и жена, но на самом деле они ведут совершенно другой образ жизни, а для людей они живут вместе и являются мужем и женой. Я даже такие случаи знаю в нашей стране. И таких есть.
Правда, иногда вот эти разные международные проекты, которые направлены на поддержку людей с этими ориентациями, а такие проекты, они есть, я не буду сейчас назвать, потому что это тоже будет очень сильно будоражить моих подписчиков и наше общество тоже. Я знаю, что эти проекты есть, которые помогают этим людям, пережившим насилие, которые близкие рано или поздно там, по разным признакам узнают это, и они проходят через большое давление, через большое насилие, и им помогает уехать за границу. А те, которые не хотят или не могут по разным причинам нашего общества покинуть, они живут вот таким образом. Ну, что я могу сказать? Вот ваше обращение я довел до своих подписчиков, их немало, для общества, как вы хотели. Прислушаются ли кто-то, какие-то родители, я не знаю. Но в любом случае, я думаю, что родители должны постараться вообще с детьми вести не как с детьми, а с полноценными членами общества, чтобы сделать таким образом, чтобы доверие было очень на высоком уровне, чтобы дети не боялись вам рассказать, что у них происходит в их жизни, в личной жизни, с их здоровьем, сексуальным здоровьем и так далее, и так далее. Но я в свою очередь тоже стараюсь со своими детьми разговаривать на любые темы, на абсолютно. Я им постоянно напоминаю, что нет запретной темы, и я всегда им говорю, чтобы напоминаю им, чтобы они видели во мне не человека, который является, таким, не человека, которого они бы боялись в чем-то признаться. Я им всегда говорю: ребята, если даже вы попадете по незнанию, неосторожности, по излишнему доверию к каким-то очень неприятным вещам, которые в нашем обществе являются великим уятом, которые в нашем обществе являются там еще чем-то, я говорю: вы должны прийти ко мне и это сказать. И это не будет там признание перед родителем, а я говорю, что это будет попросить совет у более мудрого человека, который прожил здесь больше и который больше знает, совет, как выйти из этой ситуации. Я всегда говорю, какая бы тяжелая ситуация ни была у вас, я говорю, что мы с вами сядем, если такая ситуация будет, и мы с вами вместе будем решать, как выйти из этой ситуации, как решить этот вопрос. Не знаю, насколько у меня получается их убедить в этом, но я живу так. А вы можете собой гордиться, уважаемый Кемель, что ваш сын открылся, вам доверился, и прекрасно, что вы поддержали своего сына. Детьми нужно гордиться, детей нужно поддерживать, потому что мы их позвали, пригласили без спроса в эту жизнь, в вашу семью. И они совершенно не виноваты в своих ориентациях или в сексуальных ориентациях или в тех проблемах, которые у них возникают в детстве. Мы взяли на себя ответственность за ними смотреть до их несовершеннолетия. После их совершеннолетия, конечно, они каждый за себя ответственен, они являются уже самостоятельной личностью. Но пока они не достигнут совершеннолетнего возраста, то, конечно, наша с вами обязанность. А дальше, знаете, если у вас получится дальше с вашими детьми быть для них опорой, другом, таким надежным советчиком, более мудрым товарищем, который будет делиться своим мнением и так далее, и они не будут бояться, что отец или мать их неправильно поймет и, не дай бог, там будет стараться их наказывать, то тогда флаг вам в руки и аплодисменты, вы молодец, я считаю так. Вот примерно то, что я хотел сказать, но в нашем обществе это есть. И очень много мне таких пишут, кто доверяет своей истории.
Я только сегодня говорил, и я всегда говорю, что это разнообразное общество, это всегда хорошо. Монообщество – это плохо, мононация – это плохо, монорелигия – это плохо, потому что это все приводит к определенному радикализму, это приводит к определенному нацизму, это приводит всегда к эскалации ситуации. А когда люди разные, с разным мнением, разным религиям и так далее, разным взглядом на жизнь, это и является многообразием, это и является залогом здорового общества. Я надеюсь, что таких людей, таких отцов, как вы, будет все больше и больше, потому что это показывает, является признаком здорового общества, признаком здоровой ментальности и более такой, знаете, состоявшимся, сильным обществом. Такому обществу ничего такого серьезного не грозит. Она является более дружной, более сплоченной, более успешной, более развитой. И я только рад, что такие люди в нашем обществе есть. Спасибо вам, что обратились. А для моих подписчиков, я думаю, что пища для размышления. Ну и, конечно, пишите свои комментарии, что вы по поводу этого думаете. Я, конечно, предполагаю, что там будет твориться, но в любом случае удачи, здоровья вам. Пишите комментарии, мне будет интересно понаблюдать, посмотреть, кто как думает.